реализация стратегии района Якутии делают упор на свои территориальные и социально-экономические особенности. Летние каникулы. Сколько лагерей откроется на территории региона? Зимние виды спорта. С какими успехами закрывают сезон алданская сборная? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Обыски в Министерстве здравоохранения Якутии проходят по делу о превышении должностных полномочий. Об этом нашему телеканалу сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения и по месту жительства одного из заместителей министра. При этом отмечается, что следственные мероприятия не связаны с делом о картельном сговоре фармацевтических предприятий. Максимальное наказание по инкриминируемой статье составляет до 4 лет лишения свободы. Муниципальные районы Якутии синхронизируют свои стратегии развития с общей стратегией республики до 2030 года и с национальными проектами России. В Министерстве экономики в эти дни проходит семинар-совещание представителей 29 районов, где в различных форматах доводится общая информация. Но каждый район при разработке своей стратегии делает упор на свои особенности, как территориальные, так и социально-экономические. Так, например, Ленский район делает упор не только на взаимодействие с недропользователями, но и на развитие лесопромышленного комплекса, который в перспективе может создать новые рабочие места. Ленским районом была принята стратегия социально-экономического развития до 2030 года. Данной стратегией предусмотрены реализация инвестиционных проектов в области предпринимательства, в области развития местных товаропроизводителей. Ведется работа по реализации концепции лесопромышленного комплекса. Была принята программа развития лесопромышленного комплекса, которой 30 миллионов рублей было предусмотрено на поддержку хозяйствующих субъектов, занимающихся лесозаготовкой, лесопереработкой. Освобождены от снега проблемные дворы в Ленске. В прошлом году во время таяния город буквально тонул. Сейчас же ленчане наблюдают другую картину. Проезды чистые и центральные дороги тоже. Нерешенными пока остается вопрос вывоза снежных куч во дворах. С подробностями Вячеслав Пилипенко. В прошлом году в период распутицы во дворах Ленска передвигались именно так. Даже вездеходы с трудом справлялись со снежными препятствиями. Этой весной проезды очищены. А вот с кучами снега ситуация сложнее. Накопленные во дворах сугробы в период активного таяния превратятся в непреодолимые водные преграды. Управляющие компании должны вывозить снег, но пока этот процесс не запущен. Жители многоквартирных домов платят за вывоз снега. Так что это исключительно договорные отношения между жителями и управляющей компанией. Мы рычагов давления на управляющую компанию как таковых не имеем, мы не имеем права штрафовать их. На центральных улицах дела обстоят намного лучше. Уже месяц со снегом в городе борется компания «Техносервис». Часть городской территории практически освобождена из снежного покрова. Осталось вывести снежные навалы и почистить дороги в микрорайонах. На данный момент у нас март месяц закончился. Основные объемы около 15 тысяч кубометров мы вывезли. У нас остались два промежутка, которых это перекресток Север и Мухтуя, которые еще остатки вывести, объем снега. Обслуживаем мы город Северный, дальний ближний Чанчик забрали в этом году и Мухтую в этом году забрали. Специально для вывоза снега администрация подготовила полигон. Он расположен недалеко от микрорайона Северный. Эта территория площадью 2,3 гектара. Ее должно хватить для складирования городских снежных завалов. Ежедневно машину увозят на полигон тысячи кубометров снега. Задействовано около 7-8 единиц техники. Это в основном тяжелая техника для уборки слякоти, там, накатов и так далее. И самосвалы, погрузчики. На данный период у нас сейчас основная задача стоит это противогололедица, посыпка. Очистка снега, так как распутится, это у нас апрель месяц. Весь апрель вывозка, уборка снега будет происходиться. Борьба со снегом в Ленске продолжается. У коммунальщиков неплохие шансы на победу, если работы продолжатся в том же темпе. Очередь за управляющими компаниями. Последуют ли они примеру Техносервиса, узнаем совсем скоро. Времени остается все меньше, температуры ползут вверх. Осталось доделать начатую работу до конца и взять реванш за обидные поражения прошлых лет. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край».
Аномальное тепло фиксируют метеорологи в Якутии. Побиты рекорды температуры. Среднесуточные аномалии температуры воздуха на Таймыре и в Якутии местами достигали до плюс 18 градусов. Так, новый температурный максимум был зарегистрирован на станции Чумпурук в Якутии, где воздух прогрелся до плюс 8 градусов, превысив более чем на 2 градуса предыдущий максимум. Причинами такого рекордного потепления стало быстрое перемещение теплого и влажного воздуха с Атлантики на территорию Сибири в результате активной деятельности циклона над Центральной Россией и Уралом, поясняют в ведомстве. Воспитанники детского сада «Семицветик» в Мирном стали переводиться в другие учреждения. Виной тому нерегулярное движение городских автобусов. Ко всему прочему, после перехода в состав некоммерческой организации «Алмазик» для родителей отменили льготы. С подробностями Мария Урцева. Уже третий месяц в составе автономной некоммерческой организации «Алмазик» находится детский сад номер 5 «Семицветик». После перехода для дошкольного учреждения мало что изменилось, но появилась проблема с численностью воспитанников. Вот этот вот переход в организацию «Алмазик» отразился в том плане, что у нас пошел отток детей в городские детские сады. Тогда, когда объединились в одну организацию все детские сады, естественно, большому количеству родителей стало удобнее водить ребенка в детский сад в городе, чем привозить его в Заречную. Как отметила заведующая, отток воспитанников – это следствие другой проблемы, а именно ухудшение качества работы общественного транспорта. Он часто ломается и не приезжает вовремя, поэтому многие переводят детей в садики в черте города. С начала года, с января месяца, человек 50 у нас ушло уже из нашего детского сада. Это, конечно, ощутимо для нас. Из-за нерегулярности движения страдают персонал и родители. Частые опоздания на работу из-за поломки общественного транспорта для них привычное явление. Очень плохо ходят. Иногда может то, что и не приехать, и стоим, вот, мерзнем. Ломаются часто и не ездят. Также родители садика недовольны отменой льгот в детском саду. Во-первых, убрали льготы для многодетных и малообеспеченных семей. То есть либо я плачу полную сумму, либо я могла бы платить 50%. Вопрос по возврату льгот для категории малоимущих родителей пока остается открытым. Решение примут учредители, администрация района и компания «Алроса». А вот по проблеме нерегулярности движения автобусов руководство «Алмазика» направило запрос в городскую администрацию. На сегодняшний день у предприятия МПАТП, осуществляющие пассажирские перевозки по городским маршрутам, сложилась трудная экономическая ситуация. Ежедневно на линии находятся от 6 до 7 автобусов, из положенных 9-10. Резервных автобусов, которые должны перекрывать обеды, не хватает. К тому же автобусы часто сходят с линии из-за поломок, в связи с чем интервал движения между маршрутными автобусами номер 2 и номер 3 может быть увеличен. Поэтому на данный момент организовать дополнительный маршрут до детского садика «Семицветик», который расположен в микрорайоне Заречный, не представляется возможным, скажем так. Тем не менее, администрация города владеет этой ситуацией, знает эту проблему, поэтому проводятся работы, принимаются решения по улучшению качества предоставляемых услуг для населения в части пассажирских перевозок на городских маршрутах. Руководство сада отмечает, решением транспортной проблемы могла бы стать давняя мечта персонала – собственный автобус. Есть и другой вариант – переход дошкольного учреждения на круглосуточный режим работы. Мария Урцева, Артур Голиков, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». До конца учебного года осталось 1,5 месяца, и организация летнего отдыха и оздоровления детей выходит на первый план. Этим летом в республике откроются 670 стационарных и палаточных лагерей, в которых свои каникулы проведут 70 тысяч школьников. В российские детские центры выделено 800 путевок. Школьники отправятся в Сочи, в центр юбилейный, также будут отдыхать в лагерях «Артек», «Океан» и «Орленок». А в республиканских санаториях с нехваткой финансирования квоты сократились почти в 2 раза. Также одна из острых проблем – устарелая материальная база стационарных лагерей. Мы планируем только на базе Соснового Бора открыть летние оздоровительные смены, а в других, раньше у нас мы работали с Минтруд, там у нас есть дружба-лагерь, смена на базе СВФУ Чебдик. В связи с этим сокращением
бюджетных ассигнований у нас в этих лагерях пока не планируется. Ну, работа ведется. Мы сейчас разработали комплекс мер, в том числе вот форма организации, форум малозатратных форм отдыха, где включаются вот такие виды, как студии, экскурсии, походы. И все это будет согласовано Роспотребнадзором, надзорными органами, потому что у нас вот это направление как-то стихийно идет. Поэтому в этом году мы хотим чем-то регламентировать. Насыщенным выдался зимний сезон для алданской сборной. Участие в первых зимних играх «Дети Азии», республиканские и всероссийские соревнования. Копилка побед и достижений пополнилась. Продолжит Татьяна Вахнина. Лыжный сезон 2018-2019 финиширует. Для алданских спортсменов уходящая зима выдалась насыщенной. Участие в соревнованиях республиканского и федерального уровня, гонки сильнейших, массовые забеги, копилка побед и достижений существенно пополнилась. В этом году у нас год считается урожайным, потому что в этом году мы завоевали 16 золотых медалей, 10 серебряных и 9 бронзовых. Ну, это все соревнования, которые вошли в календарный план лыжных гонок. Уходящий сезон ознаменован участием спортсменов в первых международных спортивных играх «Дети Азии». Сборную Якутии в Южно-Сахалинске представили 40 юношей и девушек. На большую часть команда состояла из алданских лыжников. Ребята защищали честь республики в лыжных гонках, сноуборде и биатлоне, а также в соревнованиях по горным лыжам. Это будет спортсмены с Алданского района, города Алдан. Но есть спортсмены и центральной Якутии, также спортсмены из города Нерингри, поселок Чурман. Так что, в принципе, вот именно в лыжных гонках, лыжном спорте практически Южная Якутия и Центральная Якутия. Лыжный сезон 2018-2019 стал своего рода подготовкой к 4-й спартакиаде зимних видов спорта, которая пройдет в марте 2020-го. Ожидается, что с завершением строительства горнолыжного спуска календарь соревнований спартакиады расширится. Все районы, все улусы очень сильно готовятся к этим стартам. И, конечно, на каждых республиканских и на Кубках Республики принимают очень активное участие. Лыжный спорт по-прежнему пользуется у алданцев популярностью. Наряду с центром подготовки лыжников в районе действуют отдельные секции и базы. На алданских трассах мастерство оттачивают не только местные спринтеры. Пройтись на лыжах в выходные любят и взрослые, и дети. Я был в соревнованиях в Алдане. Хотела бы побывать в Сочи. До закрытия лыжного сезона остается пара недель, однако график соревнований по-прежнему плотный. В настоящее время алданские спортсмены борются за честь на чемпионате России. Впереди гонка звезд с членами российской лыжной сборной. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.